Добрый день, мои уважаемые абитуриенты. Вас приветствует Кострев Александр Юрьевич. Я вас хочу пригласить в магистратуру поступить под названием «Физическая культура и здоровье человека». Давайте с вами проведем консультацию, чтобы вы поняли, что вам необходимо делать, как поступать. Вступительные испытания, какие планируются по физической культуре и здоровью человека. Продолжительность вступительных испытаний примерно 60 минут. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа. При наличии соответствующих, естественно, документов. Проводится одна попытка. Форма сдачи очная. Вид экзаменов должен быть устно плюс реферат. По двум экзаменам суммируется, значит, минимальное количество баллов у нас 50. Если вы не сдаете на 50 баллов, вы не можете поступить в наш вуз. Если максимальное будет браться, то 100 баллов, то есть 50 за устно и 50 за реферат. Количество вопросов в билете 2. Значит, точная форма сдачи: нужно явиться за 30 минут до начала вступительных испытаний к месту проведения экзамена согласно расписанию. Какой будет у вас, у заочников, естественно, экзамен? В определенное расписание времени абитуриенты должны занять места в назначенной аудитории, для чего с собой необходимо иметь паспорт, экзаменационный лист, 2 ручки и так далее. В аудиторию приглашается по 5-7 человек, каждый абитуриент тянет билет и готовит на него краткий ответ. На это дается 20-30 минут. Письменно основное назначение реферата — дать информацию членам приемной комиссии о способностях и расположенности абитуриента к научной и педагогической деятельности. После ответа выставляется общая бальная оценка. Объявление итогов экзамена происходит в соответствии с графиком оглашения результатов вступительных испытаний. Расписание вступительных испытаний вы можете посмотреть на сайте abitur.bspu.ru. Наш сайт БГПУ имени Акмуллы. Находите название магистратура, потому что вас бакалавриат и специалитет не интересует, магистратура. После того, как вы нажмете на магистратуру, высвечиваются вот такие файлы и ищите расписание консультации на вступительные испытания магистратуры на 22-23 учебный год. После этого высвечивается вот такая вот табличка, по которой вы можете определить, когда будет проходить вступительные испытания Института физической культуры и здоровья человека. Как я уже сказал, комплексный экзамен по двум вещам: это реферат и устный экзамен. 12-го консультация, когда, что, где вы должны узнать. И 16 августа в 10 часов мы ждем вас, чтобы заслушать ваши ответы и получить от вас реферат. Если вы 16 не можете, вам дается резервный день 17 августа в 10:00. Ну и кто подал документы позже, то у вас резервный день может продлиться до 21 августа. Те, кто претендует на коммерцию, могут до 11 сентября подавать документы. И 14 сентября в 10:00 проводится повторный экзамен для тех, кто претендует на коммерцию. Резерв 21 сентября, когда полностью заканчивается набор документов и прекращается объявление в приказе о зачислении вас в магистратуру. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? Вы заходите на сайт abitur.bspu.ru, находите магистратуру, нажимаете на магистратуру, высвечиваются файлы программ вступительных испытаний, физическая культура и здоровье человека, заочная форма обучения. Перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче вступительных испытаний. Какие же мы даем вам основные направления, по которым вы должны подготовиться? Первое — это физическая культура и спорт в системе социально-культурных ценностей. Теория и методика физического воспитания и спорта в системе физкультурного профессионального образования. Дидактические основы теории и методики физического воспитания. Теоретико-практические основы развития физических качеств. Физическое воспитание различных возрастных групп населения. Формы, средства и методы оздоровительной физической культуры. Спорт в современном обществе, тенденции его развития. Вот основные направления. Естественно, вопросы будут более узкие, и вы должны знать, в каком направлении себя держать и готовиться уже к очной сдаче экзамена. Дальше примерно тематика рефератов представлена на слайде. Это такие темы, допустим, как образовательная роль
физической культуры, физическая культура как фактор физического развития индивида, принцип оздоровительной направленности физической культуры, роль физической культуры в содействии полноценному духовному развитию индивида, эстетическое значение физической культуры, специфические функции физической культуры, характеристика методов строго регламентированного упражнения и их классификация, особенности игрового метода физического воспитания, особенности соревновательного метода физического воспитания, значение идиомоторных и аналогичных факторов в физическом воспитании, оздоровляющие свойства природной среды и гигиенические факторы, дополняющие комплекс средств физического воспитания, общекультурные функции физической культуры и спорта, общая характеристика этапов обучения двигательным действиям, методика начального разучивания двигательного действия, методика углубленного разучивания двигательным действием, методика воспитания способности соблюдать и регулировать равновесие тела, основы современной методики воспитания собственно силовых способностей, основы современной методики воспитания скоростных способностей, основы современной методики воспитания скоростно-силовых способностей, методы воспитания общей выносливости. Какие требования необходимо вам знать, которые предъявляются к реферату, написанию реферата, то есть письменный экзамен, да? Объем реферата от 20 до 30 страниц, текста напечатанного в соответствии с требованиями к печатным работам. Основное назначение реферата – дать информацию членам приемной комиссии о способностях и расположенности абитуриента к научной и педагогической деятельности. Реферат по структуре должен быть выстроен в следующей логике. Конечно же, введение, где вы делаете вводную часть. Первая глава, достаточно нам будет одной главы, анализ научной литературы, раскрывает современное состояние заявленной проблемы, где вы описываете, что, как и что. И в конце делаются выводы по вашей проблематике. Ну, естественно, библиография – это список литературы, на который необходимо вам сослаться, откуда вы брали. Будем знать, старой литературой пользуются, современной литературой пользуются и так далее. В введении раскрывается актуальность, формируются проблемы исследования, ее значимость для науки и практики. Структура введения, что сюда входит? Это должно быть актуальность обязательно рассказать, ставите цель и задачи исследования, то есть чтобы мы знали, как вы видите свое исследование. Требования к оформлению. Реферат должен представляться в текстовом формате Microsoft Word с иллюстрациями, вставленными по тексту, и иметь следующие параметры. Объем не более 30 страниц. Параметры страниц это А4, поля 2, 2, 2, 1. Ну, вы понимаете, что 2 справа, 2 слева, 2 снизу и 1 сверху. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14. Таблица можно 12 шрифтом. А интервал какой может быть межстрочный? 1 и 15. Внимательно запоминайте, чтобы потом ошибок не было, за что мы будем снижать оценки. В таблицах одинарный. Отступ первой строки абзаца 1,25. Кроме того, вы должны четко знать, что есть критерии оценивания реферата. При оценивании учитывается, что в случае, если процент оригинальности текста не менее 50%, оценка снижается на 20 баллов. То есть, естественно, мы будем проверять ваши работы на антиплагиат, чтобы не было такого, что вы взяли какую-то работу, ее списали и вставили. Конечно, желательно оригинальный текст, где вы своими словами рассказываете о той проблематике, которую вы сами выбрали. И мы будем четко знать, как вы реагируете, какой у вас текст, как вы умеете писать, чтобы мы четко понимали, с кем мы имеем дело. Ну и в конце контакты. Еще раз повторю, что меня зовут Кострев Александр Юрьевич. Я являюсь директором Института физической культуры и здоровья человека Башкирского государственного педагогического университета имени Мефтахидина Акмуллы, доктор педагогических наук, профессор. Есть телефон, по которому вы можете связаться и получить, какую информацию вам необходима. Почта необходима, ну и, естественно, еще раз повторю, сайт наш, номер приемной комиссии. И мы ждем вас, наш абитуриент, в стенах нашего института и университета. Спасибо за внимание. Будем рады вас видеть.